В Башкирии 11 часов. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Колпаков. Доброе утро. Наш сегодняшний гость, общественник и активист Рамис Телепков. Доброе утро, Рамис. Доброе. Свои комментарии и вопросы вы можете оставлять в чате трансляции Одноклассников, ВКонтакте, в Ютубе. Все передадим нашему гостю, все вопросы зададим. Рамис, не могу вас не спросить, поскольку вы живете в Стерлитамаке, не могу вас спросить о состоянии воздуха, о качестве воздуха, потому что мы всю зиму и всю весну видели то, что как бы были жалобы многочисленные, в том числе через соцсети, через ЕДДС, жителей Южного промузла на качество воздуха. Я вот сегодня проверил информацию, я смотрю, что Министерство экологии Башкирии даже начало публиковать отчеты о состоянии качества атмосферного воздуха в Салавате и в Стерлитамаке на своем официальном сайте. Правда, я смотрю, отчеты примерно опаздывают где-то на сутки-двое. Также мэрия Стерлитамака у себя в соцсетях публикует анонсы, ну даже не анонсы, а предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях. То есть ситуация сдвинулась с мертвой точки, что-то поехало, пошло? Ну, безусловно, да, изменения есть, и нужно отдать должное, я считаю, движению Стерлитамак Дыши. Очень многое ими сделано, выбросов, на самом деле, как бы таких удушающих, я бы сказал, сейчас гораздо меньше. И опять же, все эти публикации, отчеты имеет место быть. Раньше такого не было, и выбросы однозначно существенно в разы, так скажем, уменьшились, и это ощущается. А с какого момента уменьшились? Примерно как вы это оцениваете? Ну, примерно, я бы сказал, с момента того, как федеральные структуры подключились, уже были обсуждения неоднократно, я бы сказал, по включению Южного промузла в нацпроект «Чистый воздух», то есть после поручения там Абрамченко, установки дополнительных, так скажем, станций мониторинга. И вот именно с тех пор изменения начало меняться в лучшую сторону. То есть примерно с весны этого года? Ну, может, даже немного раньше, где-то так ориентировочно, да. Буквально через 2 недели будет 3 года со времени голосования по поправкам в Конституцию. В том числе, если я вам напомню, что 3 года назад целым пакетом были приняты многочисленные поправки в основной закон, в том числе там были экологические поправки. Они прям назывались прорывными. Так, вносились поправки, которые прописывали ответственность правительства за экологическое благополучие, ответственность промышленных предприятий за как бы выбросы и так далее. Вот вы сейчас по истечению 3 лет как-то видите какие-то изменения? Ну, вам-то, наверное, все-таки это ближе как бы к душе, потому что у вас там сода и многочисленные промышленные предприятия, белые моря. Что-то изменилось? Ну, Там белое в том числе. колоссально, глобально ничего не изменилось. Еще же многое зависит от исполнения на местах, так скажем. Как бы это тяжело не было, на местах у нас исполнение, так скажем, как минимум в плане экологического законодательства оставляет желать лучшего. Также я вас хотел бы спросить по ситуации в Абзелилском районе. Я знаю, что вы один из первых, кто поднял эту тему. Это странная ситуация с мором рыбы в реке Большой Кизил. Тема всплыла буквально недавно, 10 числа. Что вам известно о этой экологической катастрофе? Ну, я общался с местным жителем. По предположению, это только пока предположение, возможно, это последствия смыва, так скажем, химреагентов фермеров. Но это далеко не точно. Мною было направлено обращение в Следственный комитет и Министерство экологии. Благо, хоть и с опозданием Министерство экологии вышло на связь, сообщили, что до 19 числа дадут ответ, то есть проведут проверку. И также Следственный комитет сообщил, что будет проведена доследственная проверка. Ну, я так понимаю, что это уже не первый подобный случай в этой локации, да? Ведь что-то уже подобное было. Ну, что-то подобное бывало и годами ранее бывало, но помимо мора рыбы в Урале, да и не только в Урале, в республике экологических проблем уйма, куча, предостаточно, и этим всем нужно системно заниматься, я бы так сказал.
Ну, коль мы затронули Зауралье, то тогда давайте мы поговорим о сходах, майских сходах в Баймакском районе, которые в том числе были вроде как согласованы даже с местными властями. Вы как можете оценить ситуацию там с золотодобычей? То есть я так понимаю, что есть попытки разработать новые карьеры, есть попытки разработать новые прииски. Возможно, то есть по утверждению, так скажем, делегатов с ведомств и представителей администрации, есть такое утверждение, что это все только геологоразведка для, так скажем, инвентаризации марганца. Возможно оно так, но все это последствия того, что ранее люди неоднократно были обмануты, также Учелинский район, ранее там, к примеру, село Уразово, я там сам лично занимался, до того, как начали еще разрабатывать, я также принимал участие на собрании, где утверждали то, что будет только разведка. По факту все разворошили, все разработали, все уничтожили, все земли. А уже потом говорили, ну все, мы как бы не предполагали, будет проводиться проверка, дела будут возбуждаться, но по Зауралью, так скажем, это не единичный случай, и у людей просто элементарно нет доверия, и я считаю, если встать на, так скажем, на их место, я их прекрасно понимаю, и это все сделано правильно, и все сделано согласно закону, как бы местное самоуправление, сход граждан, все согласно Конституции. А там организаторов, по-моему, обвинили в самоуправстве. Они вроде как сменили местную власть, то есть депутатов сельсовета или что-то такое подобное. Вы что-то подобное видели? Ну, какие-то исковые там, возможно, ну, решений никаких нету, официальных решений. Но с моей точки зрения, это и есть местное самоуправление. Оно предусмотрено в федеральном законе, оно предусмотрено и в Конституции. Скажем, решение схода граждан. А решение схода граждан прописано и в любом уставе населенного пункта. То есть решение схода граждан, оно превыше решения главы района даже. Скажем, это все в законодательстве, это все прописано, это все предусмотрено. Рамис, вы лично общались когда-нибудь с добытчиками? Ну, не только за добытчиками, а те, кто там марганец, может, разрабатывает, еще с кем-то. Вот с предпринимателями вы говорили? Конкретно на эту тему по Зауралью сейчас, Ну Раминский да, край. вот когда вы туда приезжали, вы пытались поговорить с добытчиками? Недропользователями? Нет, конкретно по этому вопросу не разговаривал, а в совокупности по другим вопросам, по другим районам, как бы, да, и был такой опыт общения там и с недропользователями и в Гафурийском районе, и в Учелинском районе, и в других, в Филорецком. Просто хочется узнать, какая у них аргументация. Почему, то есть, они не идут на встречу местному населению, хотя прекрасно понимают, что уничтожается плодородный слой, почва, уничтожаются пастбища. Почему они хотя бы какие-то компенсации добровольно не могут сделать? Ну, то есть, что-то на эту тему, может быть, они вам говорили? Нет, на эту тему не говорили, но здесь опять же системный подход нужен. Зачастую недропользователям выдают лицензии, как бы, и они даже, скорее всего, не предполагают то, что с чем они столкнутся. То есть, то, что люди уже неоднократно обмануты, и люди, я бы так сказал, негативно настроенные. И еще какая проблема? Она, наверное, не только в Башкирии, и она повсеместна. После добычи, чего бы то ни было, у нас нету такой практики рекультивации. Вот просто нет и все. Даже если выписываются какие-либо миллионные штрафы, наказания и все, у нас такая практика, то что любое предприятие, оно банкротится. И все, его по факту как бы невозможно, вот просто невозможно обязательно как-то рекультивировать. У нас максимальную прибыль получают, все, что возможно, выжимают. Потом уже, когда настает момент, то, что нужно отвечать согласно закону, любое предприятие подает на банкрот, и все. А между тем майские сходы в Заурале обернулись чуть ли не партийным кризисом в КПРФ. Может быть, вы наблюдали за этой ситуацией, когда риском КПРФ осудил своих партийцев, принявших участие в этих сходах. Как-то потом случилось так, что учелинские коммунисты встали на защиту баймакских коммунистов. На ваш взгляд, кто здесь прав в этой ситуации? И мы видим, что Риском обвиняет своих партийцев в том, чуть ли, что они не участвуют в корпоративных каких-то интересах. Есть ли там вообще какие-то корпоративные интересы?
Корпоративных интересов однозначно нету, и учелинские, то, что поддержали, ну, могут поддержать и не только учелинские, и другие, это сделано абсолютно правильно. Что касаемо руководства партии, если они так относятся, так скажем, к своим ячейкам, я бы так сказал, ну, это чревато тем, что потеряют, просто потеряют однопартийцев, люди начнут массово просто выходить и из-за недоверия, когда соседний район коммунистов, так скажем, к своим соратникам выражает доверие, оказывает поддержку, ну, я считаю, это нормально, и оно так и должно быть. Но при критике со стороны, так скажем, руководства партии к районным ячейкам, ну, просто потеряются актив, а это, я бы так сказал, самые активные партийцы, те, кто учелинских, я некоторых даже знаю, они оказали поддержку, в том числе и баймакские там коммунисты, это одни из самых активных и узнаваемых людей. Это те люди, которых наоборот нужно двигать по партийной лестнице, я бы так сказал, выдвигать вперед. Люди их знают, люди их поддерживают, они готовы и вполне у них есть возможности, какие-то плюсы для партии, так скажем, добавлять. Но с таким подходом просто партия потеряет таких активных людей. А есть мнение, что вот такими заявлениями риском стрелять себе в ногу, отсекая себя от зауральского электората. Ну, тем более накануне выборов в Курултай. Вы согласны с этим, что как бы там сейчас рейтинги просядут в Компартии? Не исключено, вполне вероятно, вполне. И такой момент федеральный, так называемый федеральный штаб протестных действий КПРФ, он не поддерживает вот эти зауральские исходы. На ваш взгляд, почему это? То есть это как бы попытка не ссориться с администрацией главы региона? Возможно, это попытка не ссориться с администрацией, а возможно и, так скажем, как это правильно сказать, не обладание полноценной картиной, то есть они же здесь не были, все изнутри не знают. Возможно, доложили не так, объяснили не так, и все, не более того. Кстати, у нас в республике присутствует целая партия зеленых, Руфины Шагаповой, насколько я помню. Они как-то себя проявляли на местах там в Заурале, когда эти сходы были? Вы их видели? Нет, я вообще считаю, эта партия, она имеет только название и ничего более. Коль мы заговорили о выборах предстоящих, как вы оцениваете шансы по мандатам в Курултае у «Справедливой России», у ЛДПР, а ЛДПР теперь идет на выборы, это первые выборы без Жириновского, как бы у партии новых людей. Какие у вас прогнозы личные? Личные прогнозы, пока в совокупности, так скажем, не будут изменений, ничего не поменяется, все будет как в предыдущих годах. Откровенно говоря, на выборах присутствуют фальсификации. К этим фальсификациям привлекают и бюджетные сферы, и учителей, и кого только угодно не привлекают. Пока не будут, так скажем, наказываться люди, не будут реальные наказания, реальные там административные, уголовные дела, пока, то есть не будет создан прецедент, данный бардак, он так и будет продолжаться. Да, безусловно, есть возможность, когда активно, прям активно, с очень-то невыносимым трудом участвуют в выборах самовыдвиженцы, либо там от других каких-либо партий. У кого-то иногда-то что-то получается. Но если в совокупности говорить, чтобы все было справедливо, то нужно все менять в совокупности системно. По крайней мере, как минимум у нас в республике. А вы сами лично не собираетесь принимать участие в выборах? Но предложение поступало, если честно, предложение поступало и не от одной партии, но пока решение такого однозначного не принято. Если не секрет, от кого поступало предложение? Ну, это пока, наверное, не стоит оглашать. А что вас останавливает от того, чтобы принять участие? Какие у вас опасения? Но опасения,
Опасений-то в принципе нету, но просто есть, я бы так сказал, сомнения. Во-первых, опять же, справедливость всех выборов и, так скажем, толк, результат. Будет ли результат от этого? То есть я считаю, если участвовать в выборах, если, так скажем, стараться что-то менять, то это нужно заходить, так скажем, я бы сказал, наверное, даже командой. То есть есть, конечно, такое мнение, один в поле не воин, есть мнение, то, что один в поле как раз-таки воин, одному можно многое сделать. Но пока в размышлениях есть и такие мысли. Но также решения принимаем мы, так скажем, тоже. У нас есть определенная команда своя небольшая, тоже разные решения принимаем совместно. Поэтому определенного какого-то такого решения еще не принято. А вот 2 июня у нас в Башкирии здесь был Леонид Слуцкий, это новый председатель ЛДПР, а также он руководитель комитета по международным делам Думы. Ну, считается, что это такая попытка поддержать своих партийцев здесь в регионе перед выборами. Скажите, а в Стерлитамаке и вообще в Южном Кусте как-то ЛДПР себя проявляет? Есть какая-то активность? Может быть, узнаваемые люди или какие-то проекты? Ну, возможно, я не замечаю, возможно, я где-то что-то пропускаю, но, по крайней мере, для меня, с моей точки зрения, я никакой активности ни в новостной ленте, ни в соцсетях, ни, так скажем, по факту нигде этого не наблюдал. Между тем, в Стерлитамаке буквально недавно был какой-то скандал, связанный с парком Кирова, насколько я понимаю, да? Вот даже господин Бастрыкин, Следственный комитет поручил доложить о результатах проверки по видеообращению жителей Стерлитамака о возможных нарушениях при реализации проекта на благоустройство. Я только вот напомню, что в 2024 году, только в 2024 году, на следующий год, уже запланировано на 123 общественные территории отремонтировать. То есть еще 123 парка в 63 муниципалитетах. А что здесь вот в этом случае было? Ну, вроде как бы дело хорошее, отремонтировать парк. Почему люди Дело, стали дело против? хорошее, безусловно. Начну с чего? Для понимания, так скажем, у нас, я бы сказал, один единственный парк остался, так скажем, в первозданном виде, тишина, спокойствие. То есть сейчас благоустройство, но какой характер носит? То есть это скейт-площадки, там до такой степени, так скажем, это все в современный лад переделывают, то, что спокойно невозможно отдохнуть. Начинается там музыки, скейт-площадки, там дорожки, а это, ну, я бы сказал, реально как в лесу там находишься, там на самом деле спокойно. Ладно, суть в другом, то есть для реализации, так скажем, федерального бюджета, для получения федеральных средств там предусмотрены определенные условия. Надо брать определенное количество голосов из Да, голосование было, по-моему, интернет-голосование, насколько мы помним. Да-да. голосования было, да. То есть, во-первых, было предложено в этом голосовании 5 пунктов. Из этих 5 пунктов, как ни странно, то есть 4 пункта – это парк Кирова, и только один, там другой сквер. То есть людям уже на самом старте, то есть поставили выбор без выбора, я бы так сказал. И еще какой момент, то, что в голосовании принимали участие дети. Ходили люди по школам, заходили в классы во время уроков и просили назвать смс-код с их телефонов и регистрировали их в голосовании, регистрировали их в госуслугах, и без ведома родителей, через детей этих, они голосовали за нужный проект. Все это в совокупности направлено, опять же, было записано видеообращение Следственный комитет, также и родители многих детей отдельно направляли жалобы, заявления в Следственный комитет. Но это грубейшее нарушение эксплуатации детей без ведома родителей, тем более, так скажем, несовершеннолетних, регистрации в госуслугах для получения, так скажем, голосов. То есть несовершеннолетних регистрировали на портале Госуслуг для того, чтобы проголосовать вот в этом интернет-голосовании по выбору места благоустройства, я так понимаю. Именно так. 2, 3, 4 классы включительно. А кто это делал, уже известно? Но, так скажем, правовую оценку даст Следственный комитет. Следственный комитет, опять же, Бастрыкину дано указание
разобраться, поэтому не будем мы забегать вперед. Официальный ответ и официальное разбирательство ведется Следственным комитетом, там уже в дальнейшем будет видно. Не, ну просто людей-то хотя бы этих опознали, ведь невозможно просто так взять, зайти в школу и тем более получить доступ к классу. Но согласен, поэтому здесь, опять же, второй вопрос не только к людям, которые ходили это, так скажем, проводили вот эти опросы, голосования. Опять же, второй вопрос это непосредственно к администрации школы, к охране школы. Родители в школу не могут зайти к своим детям. То есть там на самом деле сейчас на самом деле сложно пройти там даже к своим детям. Охрана, администрация, все там по определенному разрешению. А здесь, опять же, это вопрос к руководству школы и к охране школы. Каким образом посторонние люди проходят на территорию школы, потом проходят в класс к детям, скажем, да, и ведут какие-то беседы во время уроков, да еще и проводят голосование. Это тоже серьезный вопрос. Я вот смотрю, что как бы здесь принимала участие общественница Людмила Ибрагимова, и вроде ей после этого начали поступать какие-то угрозы якобы. Мы не можем это подтвердить. Вы что-то слышали об этом? Я слышал об этом, так поверхностно даже разговаривал, то есть через родственников были угрозы, чтобы по парку Кирова именно непосредственно. Угрозы такого характера, якобы стоит прекратить заниматься деревьями, общественной деятельностью, там отстаивать определенные права, иначе будут проблемы в коммерческой деятельности. А цена благоустройства этого парка, вам известно? Не могу, но рискну предположить, насколько мне известно, в районе 80 миллионов запланировано выделение с федерального бюджета. Мы давайте уточним все-таки, что горожане не отказываются от федеральных денег. Горожане просто, я так понимаю, что просят переправить их на какое-то другое общественное место. Так? Да, безусловно, А какие предложений варианты? много, так скажем, поступало предложений сделать какие-то площадки, там реконструкцию определенных там скверов, парков, старые районы есть, где брошенные буквально, где на самом деле требуется уход. По парку Кирова, да, на самом деле тоже там требуется определенный уход, это подремонтировать там где-то забор, подкрасить, допустим, скамейки. Да, безусловно, ремонт там требуется, но колоссальных изменений там однозначно, так скажем, не нужно, и об этом просят и жители близлежащих домов. Просто, так скажем, немножко подправить, подкрасить, но никак не переделать все колоссально там и с изменениями. То есть, чтобы ситуация не выглядела как Баба Яга против, то есть мы говорим о том, что люди просят не вырубать деревья здесь, то есть оставить зеленый массив и просто какой-то косметический ремонт. Безусловно, вот, например, приведу пример, аналогичный парк у нас в районе, так скажем, Соды, тоже аналогично, так скажем, делали, так скажем, ремонт, реконструкцию парка. Также утверждалось то, что деревья не будут вырубать, все будет, так скажем, все в порядке. Но по факту получилось что? По факту не осталось практически деревьев там и все. Все под корень, все под пилу, все И пустили. у меня плохо с топонимикой Стерлитамака. С-под Соды вы имеете в виду сам завод или ДК Соды? Нет, это не ДК Сода, это не завод, это ну, район. В районе ДК Сода, да, то есть там недалеко есть сквер, парк, я бы так сказал. Это просто район города. Ну и еще одна тема, которую вы сами недавно затрагивали в социальных сетях. Нужна ли лестница на Юрактау? Мы знаем, что одну лестницу уже построили на Соседнем Шихане, и, в принципе, она себя как бы, ну, показала как туристический объект. Строится она для того, чтобы не вытаптывались краснокнижные растения, чтобы почва не вытаптывалась. Почему вы считаете, что вторая лестница столкнулась с таким сопротивлением общественным? Что не так? И что специалисты говорят? Вообще, что касаемо туризма, туризм он должен быть, его нужно развивать, я согласен, но туризм должен быть гуманный, непосредственно гуманный по отношению к природе. Теперь, что касаемо лестницы на конкретно Юрактау и Таратау, то есть это две идентичные, так скажем, горы, два идентичных шихана, то есть ничем не отличающихся.
Зачем, во-первых, зачем создавать два дубликата? Все хорошо, туристический объект создан, есть гора, туда развивается туризм, но вторую аналогичную гору как минимум можно оставить в покое. Что касаемо сохранения, опять же, краснокнижниц, сохранения там растительности, все утверждают лестницы, да, сохранение растительности и так далее. Возможно, но никто не говорит про как минимум вершину горы Таратау. И никто на это не обращал внимания, что там сейчас творится. То А что есть там творится? люди по лестнице поднимаются на вершину горы, то есть и там нету никакой площадки, там просто как бы, ну, голая гора, там все вытоптано напрочь. И что касаемо Юрактау, с точки зрения науки, с точки зрения биолога, вот Михаил Кривошеев на эту тему касался, и он сказал, я бы вообще закрыл эти горы для посещения. С точки зрения биолога, да, я с ним согласен. Но с точки зрения, это, я бы так сказал, местного жителя, я вырос практически на Юрактау, недалеко там. То есть с точки зрения местного жителя, то есть мне это тоже, так скажем, не нравится. Местные жители, как это будет выглядеть, когда местному жителю не дадут прогуляться, так скажем, по своей земле. Когда человек захочет вспомнить детство, там, с ребенком прогуляться по этой горе. И я считаю, просто вот на вторую гору не нужно просто акцентировать на нем внимание. Просто, ну, просто не трогать. И если ранее, там, десятки лет назад, мы сами, когда прогуливались по этим горам, лазили, мы проходились по горе, но гора, так скажем, растительная, она успевала просто восстанавливаться. Нежели просто на элементарный пример приведу. Если по траве машина один раз проедется, то есть трава ничего, она помнется, она встанет, на следующий день она будет дальше расти. Но если там устроить автомагистраль, то там, естественно, никакой растительности не будет. И есть с привлечением туда потоку людей мы устроим там просто автомагистраль. Поэтому А, я считаю, один Шихан, все хорошо, он полностью привлечен, ну, привлечение туристов, там, туризм развивается, и то нужно сейчас сделать упор на гуманность по отношению к природе. Но создавать дубликат, учитывая то, что это абсолютно идентичные горы, ну, я считаю, это как минимум, так скажем, нелогично. собственно говоря, какое предложение по вершине, по макушке Таратау? Что там должно быть, чтобы там, ну, то есть там, получается, надо целую металлическую площадку делать, такую же? Или настилы, или что? Ну, возможно, ну, так скажем, не размышлял на эту тему, не то чтобы не размышлял. Здесь грамотнее будет, если э, администрация геопарка Таратау, так скажем, совместно с администрацией района и там совместно с администрацией вообще республики будут взаимодействовать непосредственно с биологами, с учеными и совместно примут какое-то решение, придут к какому-то компромиссу. То есть в таком случае, да, возможен как-то более лояльный подход по отношению к самой горе. Также вы недавно затронули тему шелкопряда. Действительно, есть такая проблема, это нашествие этой гусеницы. Удивительно даже, почему-то ее даже не клюют птицы. Знаем, что Министерство сельского хозяйства обратилось к ученым для того, чтобы выработать рекомендации по поиску нового химического или биологического препарата для борьбы с шелкопрядом. Собственно говоря, что вам известно на эту тему? Может быть, местные ученые что-то говорили на эту тему? Как быть? Э, Опять же, в этом плане не рискну утверждать, только буду предполагать, так как не являюсь, так скажем, экспертом в этом направлении, не являюсь биологом. Что касаемо не едят птицы, ну, просто сообщу, что буквально 2-3 дня назад я наблюдал такую картину, два воробья там дрались за шелкопряда, там друг у друга отнимали. Ну, это по факту то, что я увидел. Что касаемо травли, там, химикатов, ну, опять же, я говорю, повторюсь, то, что могу только предполагать. До сегодняшних дней десятками, сотнями лет человечество дожило, и природа, так скажем, она сохранилась, и ранее никаких потрав не было. Да, возможно, ошибаюсь, возможно, они нужны, потравы, там, для сохранения там каких-либо и сельхозкультур, и сохранения деревьев и так далее. Но это же все целая экосистема, и
когда экосистема нарушается, оно все это как раз-таки, я считаю, оно происходит. Допустим, какие-то массовые фейерверки в городах, они что дают? То есть какие-то птицы умирают, какие-то птицы улетают. Птицы, мы с вами прекрасно знаем, это они борются с насекомыми, с паразитами там и так далее. И вот эти же травля, то есть обработка полей, я могу предположить, то, что гибель пчел, она как раз-таки с этим связана. То есть если мы травим шелкопряды или других паразитов, мы параллельно убиваем других полезных насекомых, нужных нам насекомых. Здесь, опять же, нужен, так скажем, не односторонне принятое решение там каким-то ведомством, то, что нужно все травить, нужно тем-то травить, этим-то травить. То есть нужно согласовывать это с другими сторонами, то есть это какую-то конференцию создавать там совместно с пчеловодами, биологами, лесопатологами, администрацией, то есть какое-то общепринятое решение. Опять же, повторюсь, что до сегодняшних дней природа, она дожила. И то есть, чем дальше в прошлое мы уходим, тем меньше там было вмешательства человека в экосистему. Сейчас же человечество вмешивается практически во всем. И в некоторых моментах оно выглядит как тушение загоревшегося бензина, грубо говоря, водой. То есть мы пытаемся что-то, так скажем, улучшить, а по факту получается наоборот, мы усугубляем ситуацию. Оно все, я считаю, все связано. Даже покос травы, вот мы эту тему неоднократно касались, покос травы в городах. То есть, когда трава регулярно косится, она выбривается на лысо, земля, соответственно, выгорает. А это определенный защитный слой земли. Корневая система деревьев остается открытой, соответственно, погибают деревья. Соответственно, испаряется, выработки кислорода меньше. То есть умирают деревья, умирает трава, выработки кислорода меньше. И оно все до такой степени все взаимосвязано в любых мелочах. И все это, оно дает свои последствия. Даже повышение средней температуры, так скажем, ежегодной в городах, а не только в городах, а вообще, это все, так скажем, звенья одной цепи. А между тем, компания «Русский водород» почти полностью взяла под контроль БСК. Обещают какие-то даже инновации, обещают решить многие экологические проблемы. На ваш личный взгляд, решат ли новые управляющие компании, решат ли проблему белых морей? Не могу сказать. Это проблема белых морей у нас уже взята в моду, так скажем, как бы не менялось руководство, кто бы не приходил. Есть только планы. Планируют там, и все мы, наверное, знаем, что и вишневые сады там планировали там засаживать, что все будет, вишня зацветет, но Да, это даже только... переработка даже этих жидких отходов, по-моему, чуть ли не в дорожные реагенты, мы слышали такие планы. Все эти Планов-то мы слышали множество, мы каких только грандиозных планов не слышали, но это все пока только на словах, нужно показывать на деле, а так не имеет смысла на эту тему даже разговаривать, пока не будет конкретных действий, дел и результатов. А что-то уже с приходом русского водорода в город что-то изменилось? Хотя бы видимо, хотя бы вот визуально что-то. Я не вникал в эту тему, а визуально, так скажем, ну, с моей стороны, лично я никаких изменений не увидел на данный момент. Что ж, давайте будем жить надеждами на лучшее, то, что в будущем что-то изменится. И, может быть, действительно эти проблемы будут решены. Спасибо. Безусловно, изменится. Это, чтобы что-то изменилось в экологическом плане, это в первую очередь представителям администрации и каких-либо ведомств нужно просто взаимодействовать с представителями науки, с экспертами, плотно повернуться лицом и плотно взаимодействовать и с общественностью в том числе. Я благодарю вас то, что вы смогли найти время выйти в эфир. Напомню, что у нас сегодня в гостях был общественник и активист Рамис Телепков. Расшифровки нашей беседы вы сможете найти на сайте «Аспекты медиа» и в телеграм-канале «Аспекты». Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.